Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. Пожарная безопасность и подготовка к отопительному сезону. Исполняющий обязанности премьера Андрей Тарасенко провел совещание к началу учебного года. Конфликт с неприятным запахом. В течение 5 лет нет управы на соседа, разводящего скот на даче в Мирном. Как решают проблему? И цель на снижение числа смертельных ДТП. 30 комплексов фото-видеофиксации установят в этом году в республике. Подготовку к новому учебному году обсудили руководители профильных министерств, главы муниципальных образований республики и директора школ. Руководил совещанием исполняющий обязанности премьера региона Андрей Тарасенко. При организации работы в условиях пандемии нельзя забывать о таких важных вопросах, как пожарная безопасность, подготовка к отопительному сезону, комплектация школ учителями и организация питания детей, отметил он. Для оперативного решения возникающих проблем премьер республики поручил профильному министерству обеспечить ежедневную связь с начальниками управления образования. Более 6,5 тысяч медиков в Якутии получают выплаты за борьбу с коронавирусом. Это работники медицинских учреждений, подведомственных Минздраву республики. Среди них примерно 1700 врачей, около 3000 специалистов среднего звена, а также 1300 младших медработников, отмечают в пресс-службе ведомства. Напомним, всего предусмотрено 3 вида выплат, 2 из которых федеральные. Для врачей доплата 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала 50 тысяч, а для младших медработников 25 тысяч рублей. Тем временем коммунальщики Хангаласского улуса готовятся к отопительному сезону. Он начнется 7 сентября. Основной поставщик тепловой энергии в районе, филиал ГУП ЖКХ, обслуживает более 250 соцобъектов и примерно 600 жилых домов. В ведении филиала находятся 46 котельных. К работе они практически готовы. Вместе с тем, тепловые и водопроводные сети к началу отопительного сезона подготовлены полностью. Также для нужд котельных в район завезено более 20 тысяч тонн бурого угля. У нас в межотопительной подготовке к отопительному сезону были заменены более 3 километров тепловых сетей водоснабжения. Заменены котлы в селе Катылджура, горелочное оборудование в Верхних Бестях. Заменены котловое оборудование в село Синск, ремонтные работы по квартальной котельной город Покровск. Отопительный сезон начнется 7 числа, 7 сентября. Получается, центральный округ до Тумула 7 числа, а с Синска до Исити 9 числа. А в столице региона тепло запустят до 15 сентября. Об этом сегодня сообщил руководитель службы эксплуатации городского хозяйства Аял Егинов. Так, по состоянию на сегодня акты о готовности к отопительному сезону получили более 1000 многоквартирных домов столицы, что составляет почти 40% от общего плана. В настоящее время ведут работы по подготовке к зиме управляющие компании, ТСЖ, теплоснабжающие организации. Идет промывка внутридомовых сетей отопления, инженерных сетей, котельного оборудования. Все эти работы планируют завершить завтра, и уже 1 сентября соцобъекты должны обеспечить теплом. На сегодня из 3000 многоквартирных домов полностью проведены мероприятия в 1300 многоквартирных домах, что составляет 40% из общего числа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 5% больше. В принципе, у нас идет все по графику, идет паспортизация объектов планомерная, составляются акты готовности систем отопления данных домов. Также 12 котельных в республике намерены перевести на уголь и газ в текущем году. Такое решение приняли на выездном совещании с руководством ГУП ЖКХ Якутии под руководством исполняющего обязанности премьера региона Андрея Тарасенко. Стороны обсудили вопросы субсидий на транспортировку топливно-энергетических ресурсов в труднодоступные районы, а также возмещение разницы между тарифами, которые оплачивают жители республики. Отмечается, что решением для снижения доходов на топливо может стать перевод котельных с жидкого топлива на угольное и газовое. В рамках инвестиционной программы до конца года планируется перевести на угольное топливо 4 котельных, а на газовое 8, говорится в сообщении.
Дачный отдых с душком. Соседи одного из приусадебных участков в Мирном жалуются на своего соседа. Фермер разводит свиней и коров, но содержит хозяйство не по правилам. Сильный запах мешает людям наслаждаться отдыхом на даче. Проблема не решается в течение 5 лет, и уговоры не меняют ситуацию. Накануне съемочная группа наших коллег вместе со специальной комиссией посетила нерадивого фермера. Правильно, коровы. Но будут ли здоровы дети от их молока – вопрос. Эти буренки на учете в ветеринарной службе города не стоят, да и пасутся далеко не на альпийских лужайках. По соседству с коровами куры и свиньи, а еще груда металлолома, коробки, бочки с забродившими овощами и фруктами. В центре участка навозная яма. Соседство с такой мини-фермой перестало устраивать владельцев мирнинских дач. Решить проблему самостоятельно не получается. Уже и чиновников подключили. На 27 апреля, когда был выезд с сотрудниками управления ветеринарии, у вас содержалось поголовье 27 голов свиней. На 27 июля у вас содержалось 14 голов. Свиней. Куда делись? Сундукар приехали, забрали. Послушайте, это грубейшее нарушение. И тогда у вас идет перемещение сельхозживотных без ветеринарно-сопроводительной документации. Перемещаются животные и по городу. Коровы пасутся без хозяина, щиплют травку на детской площадке или вовсе гуляют в самом центре Мирного. Я понял. Пастух этот, чуть-чуть нету пастуха сейчас. Кстати, да. Очень много. Жалобы поступают на Все коров. не будет. В районе 8-й школы шарились там, у кого-то пожрали. Я видел. Да. Такого цвета только ваши. В этом году в гости к горе-фермеру комиссия приходит уже в 3-й раз. И если до этого выписывали Николаю предписание на устранение нарушений, в этот раз выписали штраф. Я считаю, мы давали достаточный срок для устранения замечаний. Я озвучил Николаю Васильевичу, какие меры по 4 направлениям мы вынуждены будем применить штрафы административного воздействия. Ксения Исламова, Кирилл Шолохов, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». 30 комплексов фото-видеофиксации установят в этом году в республике. 80% из них в Якутске. Остальные системы начнут действовать в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Ленском, Намском и Хангаласском районах. Власти региона намерены добиться ключевого показателя национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и сократить тяжесть последствий ДТП в 3,5 раза. К слову, все штрафы участников дорожного движения поступают в Республиканский дорожный фонд, который финансирует строительство, ремонт и содержание региональных дорог. Камеры устанавливают в первую очередь в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, и они помогают избежать трагические последствия. Это скоростные режимы будем устанавливать. Это у нас новая дорога Красильникова, где ремонт Красильникова, объездное шоссе, Хатынурядское шоссе. Хатынурядское шоссе, сами знаете, в этом, дорогу сделали в прошлом году, да. Дорога стала прямая, ровная, скорость повысился, и, соответственно, там уже начали происходить смертельные ДТП, наезды на пешеходов. Талантливые школьники России получат государственный грант. Минпросвещения страны премирует 850 учеников за особые успехи в области математики, информатики и цифровых технологий. На портале госуслуги будет проводиться прием заявлений на получение гранта для талантливых школьников страны, говорится в сообщении. 125 тысяч рублей планируют выдавать ученикам, имеющим гранты или призы за результаты научно-исследовательской работы, победителям или призерам профильных олимпиад и конкурсов, проведенных в 18-19 учебных годах. После снятия ряда ограничений в городах и поселках республики в обычное русло возвращается жизнь. На стадионе школы номер 4 поселка Нижний Куранах появилась детвора, которая соскучилась по подвижным играм на свежем воздухе. Об открытии некоторых спортобъектов в Волданском районе. Материал Руслана Павлова. Лето близится к завершению, а на открытых спортивных площадках возрождается жизнь. Пришкольный стадион в поселке Нижний Куранах пустовал в период жестких ограничений, связанных с пандемией, но теперь все громче здесь звучат голоса местной детворы. Спортивный стадион стал культовым местом, который поспособствовал пропаганде здорового образа жизни и привлечение более большой аудитории различных возрастных категорий к занятию физической культурой и спортом.
Летний пришкольный стадион был реконструирован и переоборудован в прошлом году силами золотодобывающей компании «Полюс Алдан». Градообразующее предприятие не жалеет средств на спортивно-оздоровительные объекты и активно пропагандирует здоровый образ жизни. Была реконструированная спортивная площадка на территории школы номер 4 в поселке Нижний Куранах, которая обошлась компании порядка 9 миллионов рублей и была передана по благотворительности 4-й школе поселка Нижний Куранах. В настоящий момент, после снятия определенных карантинных мер, данная площадка пользуется большим спросом у жителей поселка Нижний Куранах. Кроме того, на содержании у «Полюс Алдан» находится спортивно-оздоровительный комплекс с 2 бассейнами, который пользуется популярностью не только у куранахцев. Поплавать в бассейн приезжают те, кто просто любит водные процедуры, а в секциях по плаванию занимаются спортсмены из Алдана и других населенных пунктов района. И в целом содержание ежегодно спортивно-оздоровительного комплекса обходится компании 25-30 миллионов рублей. Спортивно-оздоровительный комплекс могут посещать бесплатно все жители поселка Нижний Куранах. В связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу спорткомплекс и бассейн пока пустуют, а на открытом воздухе детвора с удовольствием играет в футбол. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, поселок Нижний Куранах. Зоозащитники опасаются за судьбу спасенного под Волгоградом львенка. Эта история прогремела на всю страну в июне. 1,5-месячного малыша правоохранители обнаружили в деревянном ящике среди багажа в автобусе Махачкала-Москва. Водитель тогда сказал, что не знал о хищнике среди чемоданов. Документов на живой груз не оказалось. Никто из пассажиров тоже не признавался, чей он. Львенка забрали полицейские и передали на обследование, а затем в его судьбе появилась цирковая династия Довголюк. Малыша назвали Громом и начали его выхаживать. В данный момент у львенка есть проблемы с глазами. Хозяин льва избежал уголовного дела за жестокое обращение с животными. Ведется расследование по административной статье за перевозку львенка без документов. Судьбой Грома заинтересовался челябинский зоозащитник. Он считает, что хищника содержат неправильно и ему может угрожать опасность. Мы хотим открытости. Общественник хочет, что рассказали, какой ветеринар посмотрел, да, поставил, потому что здесь помешаны живодеры. Это люди, которые занимаются торговлей дикими животными, в том числе и львятами. Фамилии этих людей фигурируют в деле нашей львенка Симбы. То есть это целый такой синдикат живодеров, которые любыми способами могут украсть этого львенка, да, каким-то образом там спрятать или усыплять, или что, чтобы нету животного, нету дела. Добавим, что в фонде зоозащитника под названием «Спаси меня» в Челябинске содержатся десятки животных, которым раньше нужна была помощь. Забрать Грома он не стремится, но надеется, что львенку помогут после операции 25 августа. Трунтик уже отрастил себе. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.